Они сели, они ушли вроде. Вот летят. Вон они. Подняли. Капучисны, да. 3 кряквы. То, вот либо, да? Наверное. Вот она. Вон она. Сюда идет. Гостели. Магаш так. Верга чистачи. Блять. Не готов я. Нихуя. Ну, не видел паны. Дядя, солнышко. Мимо. Ебать, как слышно было. Верга чист. Жить хочется. Барабука. Так, это, наверное, на руку. Так. Блин. Я не знаю, как этой сетью ловят. У Руслана это очень хорошо, у сибирского странника получается. У меня... Да он нормально рыбу ловит. А у меня, наверное, я так думаю, ни хрена не получится. Корягу бы не поймать. Я просто кидать не умею. Тут болото. И тут болото. Везде болото. Вот как вот его кидать? Как-то я смотрел, они это... Вот так вот делают. Потом как-то так делают. Потом как-то так. Потом берут как-то за груза. И вот так вот крутят. О! Ни хрена себе. О, и прямо на ловушку. Поднимает, и сейчас зацепишь ловушку. А поздняк метаться. Надо, наверное, просто от ловушек подальше отходить. Наверное. Либо прямо кидать. Сейчас ловушку поймаем, наверное. Опа! Корягу какой-то поймал уже. Если здесь даже попадет одна рыба, это будет чудо. Опа! Есть контакт. Рвутся уже. Рвутся. Сети рвутся. Не. Это не для этих мест. По-любому не для этих мест коряжных. Итак, друзья, у нас проверка продольников на второй день. И походу... Да, дергаем. Походу что-то у нас есть. 6 килограмм. 6 килограмм не знаю, но Санька тут уже. Санька готов. Ох, крупняк идет. На последний Но, крючок. вижу. Тяни по низу. Так. Во, вот он бурлит. Очень крупный. Пошел против Да это течения. налим запутал. Не, вот это вот. Не торопись, я говорю, крупный налим. Так, ну-ка. Ногу запутай туда. Так, я снимай. Я снимаю. Крупный налим идет. Подъезжали, я Генычу сказал, 6 килограмм налим. Смотри какой. Нет, дритку ты там не 6, там 7. Огромный. Я не дай так ему это делается. Через жопу попробуй. Тихо, сачок не ломай, так не тяни за это, за мотню. Есть контакт. Подожди, еще нету. Маня, Еще нету. Вот теперь он есть. Слышь? Смотри на маленького налимчика. Ты слышал мои слова, когда подъезжали? Да. Я говорю, сейчас будем вытаскивать 6 килограмм. Вот тебе и 6 килограмм. Смотри, на маленького налимчика. Тут больше. 6-то есть шестерка Больше. по-любому. Больше. Семерка, наверное, даже. Смотри, я говорю, маленький налимчик работает, да? Каннибалы еще редкостные. Нахуй я не Тихо, не матерись только. Ну, Самое Вот. интересное, подъезжаем, я Генычу говорю, сейчас будем вытаскивать 6 килограмм. я уверен, что много сломит. Сейчас туда 6 килограмм попадется. Ну, хоть
не сорвался, и то хорошо. Смотри, какой кабан, да? Блин, с местом-то угадал я, да, все-таки? Четко, блин. Смотри, какой кабан на ширину лодки почти. Надо взвесить его будет, да? Ну Потом. да, этого интересно. Это трофей, натуральный трофей. За утро. Обалдеть, кабан. А что его не убивай? Давай на кукан его. Да? Да. Пусть он поживет. Я сейчас его аккуратно сниму. И это. Вот это толстяк, блин. Ну-ка, Санек, подними его, если сможешь. Только над лодкой, пожалуйста. Да. Нет, поднять. На маленького налима все-таки, да, видишь? О. О, вот это толстячок. Килограмм 7-8 где-то, вот так вот. Ну, шестерка точно Я есть. 6 Нет. ставлю. Я сказал 6, Да-да-да, я буду 6. говорить. 6. Нет, Даже, килограмм 5, 7. даже может быть. Не, шестерка есть. Хотел сказать 5,5, но шестерка есть. Когда подъезжали, я сказал 6, будет 6. Смотри, да, какой это, да, у него плавник. Нет, ты сам попробуй, ты скажешь больше. Не-не, шестерка. Я же вижу по виду. А ну и что? Он повесим? толстый, он короткий, но толстый, блин, обалденный. Ян Сакадан. Так, сейчас мы его отцепляем, попробуем положить на кукан, потому что нам еще 3 дня жить. Он испортится просто. Там еще у нас еще парочка таких будет. Все-таки, хотел сказать, гальян работает. Налим работает. Вон, на налима попался, видишь, вон. На налимчика вот На такого, налимчика да, вот. такого попался мелкого. Так что, друзья, отпускать это не вариант, потому что пока налимчик маленький живой. Вот. Не глубоко был крючок-то, смотрите. Да язык, да? А? Все, Хорошо, хоть А? попался. все. Ну-ка весы доставай. Где крайник? А весы у меня, наверное, в этом, в избе. Слушай, этого выброшу, да, налима-то? Ну, это дохлого, да, можно выбрасывать уж. Ну, лучше маленького следования. Да. Смотри, какой толстый он. Я тебе Обалдеть. говорю, что он короткий, но он тяжелый. Я говорю, ты его вот сам потрогай. Ты не скажешь, что он 5 килограмм. Нет, 6. Больше. Ну, Дай маленького. будем в избе, взвесим обязательно. Если тебе надо это, подавать. Но это реально трофей, потому что сачок это Налима подай. Ян Сакадан. Вот что делает рыбацкий напиток вездесущий, а. Если бы не он, такого бы точно не поймали. И этот еще. Видение человека. Я Да. же подъезжал, я сказал то, что попался. Серега Тун. Чих-пых. Малявку. Обалдеть. Ты говорил, рыбалка на тунца, вот тебе и тунец, блин. Смотри, он какой. Я еще угельчик. Такого даже на строгу хрен поднимешь, да? Что там Серега бубнит? А он, говорит, сказал, на 6 килограмм, говорит, там налим висит. И на первом же продольнике, блин, вот тебе. Японский городовой чертила, да? Смотри. Крупняк. Такого Это, редко ловится такой. не, сейчас его аккуратно на кукан, только не знаю, он перегрызет, наверное, веревку. Его какую-то лужу, если только закинуть. Мама родная. Веревку не перегрызет, наверное. Это налим. Но убивать его не надо, пусть он живет пока. Ну все, включаемся на втором продольнике. Первый просто порадовал сегодня. Вот какой он, вот какой. Шандыбан, он золотой. Все-таки и в нашем течении есть рыба. Саня, привет, Саня Устаев. Ты был прав, Геннадий. И зимой на реке Печора в нашем течении ловит такие же экземпляры. Вот, как видишь, нам тоже попался кабан. До нас они тоже доходят, оказывается. Давай, Серега, сделай дубль. Хариус, да. Килограммового. О, не, есть натяжка, есть натяжка. Что-то есть по-любому. А? Не, должен что-то быть. Против течения. Есть. Я говорю, по-любому течение, я же вижу. А ты меня не на... Ага, ведь он на ландыш не похож. Не знаю что, но потому что против течения он... Хариус, да? Резина. Ну, тоже рыба.
Зятёчек, дружочек, полезай к нашим рыбкам в кузовочек. Вот так. Там тебе и место. Потихоньку, потихоньку. Это все как бы второстепенное. Вон, главное вот этот кабан. Тунец. Даже если все остальные продольники будут пустые, уже хорошо, да, Серега? Так, ну что, попробуем спасти нашего друга. Наверное, капут, ну. Ой. Вот. Живой еще пока. Пока живой, да? Пока живой еще, да. Нет, Ну потом взвесим. Вот такой вот у нас налимяка. Главное сейчас его не выпустить. Главное сейчас его не выпустить. Кто-то помог мне. Если он сейчас выкрутится, это будет капец. А тот сдох, да? Тот умер, да, смертью храбрых. Это что такое за узелок? Просто узел обычный. Вот этот, вот это пери. Сравнить, да, вот этого и этого, смотри. Совсем одно и то же, да? Попробуем спасти, довести этого кабана, вот такого кабанелло, толстячка, живым. Тот умер у нас, не получилось того. Придется, наверное, посолить его, да? Или съесть. Или съесть. Так. Раз. Сколько, да, считай? Часа 3 прошло, да, уже? А отпусти, я тебе не... Мама дорогая. Кусается, да? Так. Делаем так же, как того. Выживет, так выживет. Нет, так нет. Значит, не судьба. Его сейчас за жабры не поднимай, чтобы его не поранить сильно. Поплавай, друг. Надеюсь, ты веревку не перекусишь. Прикинь, да, перекусит, уйдет. Веревку-то нет. Это не щука, да, наверное? Это тоже недавно умер, жабры красные еще. Если он очухается, будет капец. Лишь бы воронье, да, не склевало его. Палку не сломает? Палку не сломает, это стопудово. Вот так вот попробуем туда под дерево его. Палку точно не сломает. Все, спрятался. Ой, что упало? Что-то упало. Патрон. Блин, патроны падают. Ёшкин кот. Он выстрелит еще. Выстрелить-то выстрелить, у меня рукав вон какой стал. Рукав намочил. А что у меня патроны падают с кармана? Так, что делаем? Может, так же, как и вчера, одного оставляем, рыбу чистить? Продольники точно надо проверить. Продольники, это, да, удочки проверим, одного оставляем, может, рыбу чистить. Меня то оставите, я спать лягу. Сразу говорю. Рыбу не будешь чистить? Рыбу? Хм. Я спать сразу лягу. Ну, давай я почищу тогда. Камеру возьмешь, Серег? А? Камеру возьмешь? А не, по приезду, если что. Да. Ну ладно, давай тогда рыбу я почищу. Надо рукавицы. 10 минут 6:17:10. Наконец-то все, что мы запланировали, сделали. Проверили удочки, продольники, почистили рыбу. Вон. И по традиции у нас жаркое из налима. Налимчик есть, полная сковородка, ужин будет. С дымком, с костерком.
Все четенько. Клеточка что-то еще слабо работает, да, пока? Ну, вода шевельнулась на прибыль. Вода шевельнулась. Сегодня у нас налим будет с юшкой, с макушкой. Да, это яйца налима. Покажи, какие яйца у него. Вот это половина, вот вторая половина. Больше головы яйца. Ну, это яйца, это молоко. Люди подумают, как яйца кушают, ребята. Да. Полная сковородка. Так что сегодня вкусняшка обеспечена. И икра той рыбы, что почистили, харюзовая. Как-то вот так. День прошел. Осенний день вообще... Фу, блин, дым. Осенний день, как говорится, зайчий хвост. Очень-очень короткий. Вроде бы с утра встали, тудым-сюдым. И он прошел. Чем порадовал наш сегодняшний день? Это трофейным наливом. Ну и, как говорится, улов потихонечку растет. Серые рыбы, язь, окунь, щука. Ну, щука одна у нас только, да, крупная только. Да, хорюшки, сишки тоже попадали. Килограмм 15 мы уже засолили. И хорюзов, сишков, сколько там, килограмма 3, наверное, может, стало тоже. Потихонечку улов растет. Утки нет. А, почему нет? Вон. Где она? Вот она, утка. Сегодня утром Серега прямо здесь, на ближнем озере, вон, крякушку. А слышь, кто-то долбит ее, Серега. Слышишь? Кто-то перья пощипал у нее. Ну, какая-то птица пощипала перья. Вот такая крякушка. Вот такая вот. Начало есть. Ждем перелета. Будет перелет, будет утка. То ли дождь, то ли снег, я не понял. Снег, дождь, наверное, все-таки, да? Будем надеяться, что... Нет, утка не пойдет, пока мороза не будет, наверное, утки не будет, да? Пока морозов на севере не будет. Ну да. Так что будем ждать. Ни хрена ты там воды жахнул. Пускай тушится. Я не солил, там только икра немножко соленая. Надо подсолить будет, наверное. Все будет. Как надо. Да. Сегодня Серега готовит налима. Вчера готовил Саня. Съели очень вкусно. Или третий раз мы уже налима готовим? Третий раз уже готовим. Третий раз уже, да? Сегодня утром приготовили. У нас... Традиционное блюдо стало, да? Не, а что, нормальное блюдо. Ну, его просто надо кушать свежим. Вот в чем Да. дело. Его прям до дому тащить там. Нам еще здесь 2 дня Главное вот этого здоровяка как-то сохранить. сохранить, чтобы он живой был. Ну, да. Закинули на кукан его. Если помрет, придется в морозильник. Мы такого точно не съедим, здоровяка. Так и не взвесили. Взвесим завтра, покажем. Ну что, готовим ужин. Скоро он будет готов. И мы покажем, что там получилось у нас. Гарнир будем что-то? Может, сделаем это? Рис? У нас суп еще есть. Суп есть, да? Рис не будем варить. Суп еще со вчерашнего дня не доели. Утиный, Вот так, столько жира вот. Утиный, да? Угу. Что, гарнир не будем? Рис не будем Нет, варить? зачем? Это надо доедать. Все, понял. Доедим. Ладно. Завтра уже свежее приготовим. Встречаемся за ужином. Ну, скажи пару слов. Чуть. Всем привет. Всем привет. Валентина Васильевна передает всем привет. Но у нас осталось совсем уже немного до нашего ужина. Уже все готово. Шашлыком пахнет. Уточку поставим? Да-да-да, обязательно. Ну-ка, что у нас там получилось? А там, наверное, вкусняшка, да, получилась? Ну-ка, открой, покажи. Вау! Вот это здорово. Сейчас мы будем кушать, сейчас меня покормят. И утиный суп еще. Но пока утиный суп греется, наверное, мы начнем уже, да? Конечно. Все, погнали. Ух ты, какой горячий. Погнали. Свежий. Свежий, только плавал. Хорош. Ну-ка, 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 ну-ка. Опа-на! Чип. Ты- Ну что-то не какой-то не такой чип. Ты волшебник?
Нормально, нормально. Главное, что Вкусно. жареный. Так, а тут уточка, Остатки. косточки, да? Остатки сладкие. Но все равно погрызть-то можно еще. А тут что у тебя за вода? Машкара пошла, прикинь, Аль. Пошла машкара. Машкара. Значит, еще Всё. зима не скоро, да? Да. Че, по маленьким, наверное, да? Перед ужином не В принципе, повредит? да, ты на этот поставь. Ну да. Так, там супчик еще не согрелся. Засунь мизинец туда. Больше ничего. Так. А супчик сразу, что ли? А почему нет? Что-то, блин. А почему без водички-то? Водички, водички. Нет, тут А, выпарилась. нифига. Мало он. Передозировка получилась с водичкой. А, с огнем. Слишком жаркий огонь был. Макушки не получилось. А много рыбы кинули много. Тульяны-то обученный, бля. Рыбы слишком много. Или рыбы слишком много не бывает. Туда. Ох, ох, ох. А согрелась? Наверное. ГП-то я. Ну, сюда положи, пожалуйста. Прямо с котелком? Прямо с котелком. Я люблю с котелка кушать. Ну да. Ну, провод-то это горячая, наверное. А сам суп-то я не знаю, еще горячий. Наверное, как будто бы еще не Ну-ка нагрелся. попробуй. Не, я ж беру. Даже не парит. Тепленький, но не горячий. Ну, Еще бы подогрейте. немножко. Еще. На. Ай. На. Да. Супец, молодец. Так, что там у нас с печкой? Не, вообще не чувствую что-то. Здесь будет город-сад. Вчерашняя ночь. Чё, сухую даже не подкинул. Все будет как надо. Ой, простите, пожалуйста. Так, ну чё, ну вот и подошел к концу наш сегодняшний день. Рабочий. Рабочий, да. Кто? Ну это работа в удовольствие, правильно? Ну нет, ну имеется в виду то, что трудовое. Уток нет. Но утку Серега нашел. Рыбы мало, но рыбу мы поймали. Полная сковорода рыбы. Вот, дичь. Все хорошо. Так, друзьям-то. Вот так. Ну-ка, Сергей, давай, начисляй. Ну, я думаю, маленькую мы заслужили сегодня. Липтона. Да, по чашечке Липтона. Серега, благодаря кому утку добыл? Рыбацкий Липтон. Да, Серега сегодня так очень хитро эту утку добыл, получается, с утра. Ребятам полную, да? Короче, сходил Серега с утра в кабинет и говорит, там, на озере, крякает кряква. Рядышком с избой озера, Да. метров в 20. Ты, говорит, если сходишь, можно добыть. Она говорит, вот там вот. Ну, я и пошел, думаю. Сначала думаю, да просека это. Не, думаю, ладно. Вот здесь. Выхожу, аккуратно. Ну, что, наблюдаю картину, метрах 50 от меня. Поднимаются кряку, думаю, что они поднялись, думаю. Вроде я это, аккуратно иду. И потом бах, выстрел. Оказывается, Серега меня просто отправил туда, чтобы я Нагнал их. нагнал, да. Утки меня услышали, начали плыть к Сереге. Ну, взлетели, Серега, бац, вот одна кряква есть. Так что сегодня был гонщик. Или погонщик. Ничего. А что, как в загонной охоте? Да. Один загон ты стрелок, другой загон ты загонщик. Завтра поменяемся местами, да, получается? Конечно, конечно. Ну, там бы я с пятизарядкой-то жахнул бы раз 5-то, наверное. Надо еще было подойти бы.
Надо вырубить, просто. Да. Я Ладно. сам офигел, когда... День прошел. Чем Откуда он запомнился стрелял? этот день? Это трофейным наливом. Так и не взвесили. Ну ладно. Но. Я потом обязательно взвешу и На сделаю. видео покажем, да. Да, покажем обязательно. То что говорит? Я говорю, 7 килограмм точно есть. Семерка. Ну он толстый, да, он вот просто вот такой толстый. Он, ну, я говорю, Ну, 7 толще килограмм, маляж. я говорю, есть. 7 килограмм. Семерик, не знаю. Не, я Сколько, как шесть? под 6 говорил, да, 6. Ну я средний 6,5 тогда скажу и все. На этом порешали. Трофей. Это уже трофей для нашего течения, для нашей реки на нашем месте. Вот это трофей. В среднем у нас 1,5, 2, 3. Раньше, да, средний был 3-4, а сейчас налим помельчал, потому что река помельчала и все такое. Приятно, приятно, да, точить угол? Ну, да. И все вот в кадре было видно, опять же, на маленького налимчика. Что бы ни говорили, мелких налимов я не буду отпускать, потому что отпускаешь, они все равно подохнут, потому что кишки вырываешь. А так, сами видели все. Так что Попался. именно Давайте, на мелкого друзья, налима, да. Попался на 7 килограмм налим. Давайте, друзья, присаживайтесь с нами, у нас Свежий свежий налим, Вот еще, да, там. свежий налимчик. Да, сегодня опять налимчик. Вкусненький Да. налимчик. Очень вкусный. Опять налим. Вкусный налим. Вкусный, да. Очень. Как белое солнце пустыни, да, опять эта икра. А, как мне красный экран надоело. И так же, как в анекдоте, да? Новый русский пришел к доктору, говорит, доктор, у меня какое-то несваривание желудка, говорит. Ем красную икру, в туалет хожу красной икрой. Ем черную икру, в туалет хожу черной икрой. Ем ветчину, говорит, хожу ветчиной, говорит, ну это. Доктор такой посмотрел. Слушай, говорит, ты не пробовал, говорит, питаться тем, чем нормальные советские люди питаются? Вот-вот. Ну, это анекдот с бородой уже старый, с 90-х годов, но... А мы едим то, что добыли. То, что поймали, то и на столе. Свежие, Сейчас уточка подлетит к столу. чистые, как говорится, без всяких примесей. Это не египетское, это без пальмового масла, это все натуральное. Так что за натурал. Ну и сладкий липтон. Ну что, Саш, получилось, не? Ну, сварился, по крайней мере. Сын, Нормально? Воды мало. водички Воды мало. чуть-чуть Выкипело, да? Мгм. Чуть-чуть маловато. Вот. Единственное, в наше время надо говоришь, натурпродукт свежий, уток проверять. Сейчас вот этот саркоцитоз, по-моему, называется, да? А, грудь резать. По всей России показывают то, что ты режешь грудь, да? черви. Но у кряковых стараюсь. В основном, говорят, Ну, кряковые болеют. Если сваришь же, наверное, варятся, нет? Ну, говорят, сжигать надо их. В основном кряковые. Почему? Потому что кряковые живут где угодно, в любой помойке. Ну да. Они такие утки, что... Ну, так же, как и у нас происходит возле школы. Да, в основном Что, не помойка, что ли? Помойка. Вот самое интересное, минус 10 было, да? Мороз. Потеплело. Откуда это машкара опять появилась, а? Оттуда? Так, ну что, друзья, давайте и по традиции пару приветов. Давайте начнем. Прочту один комментарий, который написал мне Александр Мишарин в ролике, когда я собирал картошку. Там я немного поговорил. Кто смотрел этот ролик, надеюсь, слышали все. Вот пишет Александр Мишарин. Геннадий, привет. Озвучь, пожалуйста, в следующем ролике мою просьбу. Назову вас тех, кто снимает жизнь свою и общество. Блогеры с большой буквы. Очень тяжелый и кропотливый труд. Низкий поклон вам от всего человечества. А теперь важное. И прямо аж выделил крупными. Прошу, не обращайте внимания на кровососов.
Я бы тут вместо другое написал, ну ладно, кровососов. Не говорите про них ни слова. Тогда, когда уважающий гражданин невзрачно написал, что-то прокомментировал, а блогеры не замечают это, обидно. Но вас цепляют чьи-то никчемные высказывания. Прошу всех не обращать на этих бездарей внимания. Благодарствую всех, кто меня прочувствовал. Всех благ этому каналу и добра здравым людям. Огромное человеческое спасибо, Александр Мишарин. Вот человек понимает, что и как, и почему. Видать, наша братва. Потому что, Саня, я не обращаю на них внимания, я уже совершенно ровно отношусь. Просто они сами того не понимая, вот эти, как ты написал, вот бездари, все такое, пишут комментарии, они, эти дизлайки, вот эти комментарии, которые, принимает YouTube, с матами и все такое, YouTube убирает сам эти комментарии. А все вот эти, как бы сказать, вот дизлайки, вот эти комментарии, которые у хейтеров, они же тоже помогают развитию канала. Это комментарий, какой бы он ни был, это комментарии, они сами того не подозревая, получается, помогают развитию канала. Так что, Сань, ничего страшного. Пусть пишут, бумага, в данном случае монитор стерпит. Бог им судья, как говорится. И еще один комментарий сейчас прочту. Вот опять Михаил Михайлович Малышев, я так думаю. Опять перевод, видишь? Это, говорю, в сентябре. Вот каждый месяц Михаил Михайлович помогает каналу. И нам. Потому что, какая бы ни была, это все равно помощь. Так. Юра Кулагин, вот. Тоже уже, можно сказать, наш компаньон уже получается. Не то, что друга уже. Рано или поздно он все-таки приедет, и вы увидите на канале. Юра, ты обещал. Просто так складывались те или иные обстоятельства, что запланировали, а бац, и случилось так, что Юра не смог приехать. Я не буду, конечно, озвучивать, но рано или поздно он все равно приедет. Пишет вот: привет, Трой, это Александр Хусаинов. Гена, привет, продолжаю смотреть. 3 часа назад еще в самолете летел, добрался до дома, смотрю продолжение вашей сходки. Гена, 27 августа у меня день рождения, наверное. ДН. ДР, наверное. ДР хотел. Да, тут опечатка, скорее всего. Если будет возможность, Павлок, поздравлялку закинь по возможности. Заранее благодарочка, лайк. Александр Хусаинов с Ямала. 27 августа уже прошло, 27 сентября уже прошло. 2 месяца скоро будет. 1,5 месяца прошло, но я только созрел и поздравляю тебя с днем рождения. Лучше поздно, чем никогда. Да. И огромный тебе привет. Привет всему Ямалу. Привет. Так. Грек Лиачо, да? Лачо. Лячо. Грек Лячо. Здравствуй, тезка. Грек Геннадий. Тезка. Получается тезка. Давно, по-английскому написано, так что я немецкий изучал, так что я по-английскому не ферштейн. Давно тебе не писал. Смотрю твои рыбалку, а теперь у меня горе. Похоронил сестру младшую, единственную. Тяжко мне, Генка, ой как тяжко. Помяни его с рыбацким напитком. Я ему написал: соболезную, друг, обязательно помяну. Так что, тезка, настал этот момент. Возможно, ролик этот был с Дрюней, мы были на рыбалке, жарили на столе. Это было середина августа. Мои чистые соболезнования, искренние, да. Давай по маленькой. Единственную сестру тяжело терять. Сейчас вообще с этим ковидом очень много друзей, много людей уходит, которым жить бы дожить еще. Судьба такая. Зараза эта пришла
косит народ. В Коми, говорят, чуть ли не на первое место по России уже по ковиду, да? А Троицко-Печорск первый по коме. По Коми, да. Хотят закрыть. Уже как бы мы по большому счету внимания не обращаем. Вот я бронхит, гайморит. Кстати, Серега вот прикалывается. Опять ковид. Ну, как к насморку относимся, но это не так, конечно. Это серьезная болезнь, и от нее мрут, да. Люди умирают. Даже касается это тех деревень, которых вроде бы и далеки от цивилизации. Нет, приходит эта болезнь туда. Люди умирают, и это очень печально, кстати. Не знаю. Как-то был брюшной тиф, тоже выкосил весь народ. Как-то была чума. Теперь От любой болезни появляется иммунитет от дальнейшему поколению. да, Возможно, это выживают сильнейшие. Да. Ну, будет печально, иммунитет у что наших многих детей. людей уже не вернуть, которых... Грек, я свое слово сдержал. Мы сейчас помянем. И помянем всех, что кого уже нет с нами, которых мы знали, не чокаясь. Молча. Друзья, это ваши? Все мы гости на этой земле. Естественно. Ничего, гайся. Так, ну что, поехали дальше. Комментарий от Сереги. Просто отдых на природе у него канал. Да, Геныч, опа-на, опять то же самое. Я вчера тоже друга похоронил. Да господи. Пацану 38 лет. Доброй души был мужик. Для меня пацан. Ну вот, на рыбалку пока попасть не могу. Приехал с вахты, пока движок перетрес, только машину ладил. Тут беда такая. По возможности помяни Дениса Чукина. Рыбак-охотник, очень доброй души человек. Мало таких людей. И такие люди уходят, молодые, просто душу рвет. Что-то у нас сегодня получается одни поминки. Ну, это повторно. Да. да, получается такая жизнь. Денис Чукин. Земля тебе пухом. 38 лет. Болезней много всяких. Жалко. И нет. ковид, и рак, и все могло быть. Рыбак-охотник. Ну, Можно ведь и сгинуть в тайге. так что, друзья, Всяко может опять не чокаясь, вы же не обессудьте. Это вам, это нам. быть. Причина может быть разная. Серега. Сегодня у нас день поминок каких-то. Ну, обязательно закончим на хорошей ноте. Сегодня Сейчас это поверим. как его? Покров день. Покров. Сегодня, да, Покров 14 октября. Снега мы не увидели, значит весна, зима будет, наверное, не скоро еще, да? Хотя обещали раннюю зиму, потому что ранняя весна была, помнишь, да? Очень ранняя весна была. Ладно. Откуда? Как можно? Сейчас вообще невозможно предугадать, какая зима будет, как чего там. Приметы не работают, да? Да. Так, ладно. Сначала необходимо включить Wi-Fi и подключить. Отстань. Не до тебя сегодня. Это Алиса, да? Так, ну помянем. Дениса Чукина. И не только. Не только, да. У каждого, наверное, зацепило. Вот с этими болезнями всякими. Серега, прости, что не... это, скорее всего, было уже где-то месяца 2 назад, может, 1,5, я не знаю. Ну, как получилось, так получилось. Искренние соболезнования. Так, ну что, надеюсь, следующий комментарий будет Позитивный. добрый. Серега Башко. Мой друган с Донбасса.
Ну и все, смотри, крайний комментарий. Немного ты наскринил. Так что на этом сегодня завершаем пока с комментариями. Серега, он и стихи пишет, и это. Ну, в общем, слушайте сами. Приходит сын к отцу и спрашивает, что делать? Подруга беременная. Батя такой. Тут, сынок, у тебя два пути. Жениться или в армию уйти. Если женишься, считай, что пропало. Если в армию, то у тебя путя будет, два путя будет. Живой останешься или убьют. Если я все хотел это, Ромке зачитать когда. Ну ладно, Ромка тоже смотрит канал, мой сын. Если живой останешься, считай, что пропало. Если убьют, то у тебя два путя будет. Похоронят под осинкой или под березкой. Если под березкой, считай, что пропало. Если под осинкой, то у тебя два пути будет. Либо на карандаши, либо на бумагу. Если на карандаши, считай, что пропало. Если на бумагу, у тебя два путя. Или на пищую, или на туалетную. Если на пищую, считай, что пропало. Если на туалетную, у тебя... Где туалетная? У тебя два путя будет. Либо в мужской туалет, либо в женский. Если в мужской, считай, пропало. Если в женский, у тебя два путя будет. Или спереди тебя используют, или сзади. Если сзади, считай, пропало. Если спереди, считай, что женился. Так выпьем же за то, чтобы у нас всегда было два путя. Вот за это надо выпить. Начисляй, Серега. Это называется оптимизм. Да. Выход есть всегда, господа. Серега Башко, я говорю, вот оптимист от Бога. Вот заходил, да, к нему на канал? Ну, заходил один разок там. Я говорю, человек инвалид. Мгм. У него, если видел-то это все. Но он мастер от Бога. Он сейчас такой гараж отгрохал. Друзья, кстати, кто еще не был на канале у Сергея Башко, обязательно зайдите и поддержите подписку, если не трудно. Я говорю, человек, у него действительно два путя, как он пишет. Ему все, вроде бы край, а он всегда находит выход из положения и всегда бодрячком и выходит из этого положения. Так что давайте, друзья, сейчас маханем. Так, выпьем же за то, чтобы у нас всегда было два путя. Привет Донбассу. Огромный привет Сергей Башко, товарищ мой друг. И сейчас мы на этой хорошей ноте будем закругляться. Выход есть всегда. Кто-то, да, главное, чтобы не падать духом. Я вот тоже вроде бы бывает так, что что-то не получается, что-то не так, что-то настроения нет. Надо просто собраться силами и сказать, Я смогу. все, фигня. Да ты и я. Выхода Да и ты фигня. Вот правильно Серега сказал? Я. Всегда два путя есть, видишь? Выхода, наверное, нет, когда уже крышка гроба над тобой закрывает. Это как анекдот, да? И то, наверное, выход есть. В ад или в рай, да? Да, это Два как, путя все равно. это как анекдот, да? Ты уже Говорит, пол- еще не все потеряно, говорит, Уран, плюнь блядь. ему в морду. И тогда это, вот теперь, говорит, все. Нет, И то там два путя. Либо в ад, никогда не либо в надо рай. сдаваться. Да. Никогда не надо расслабляться, никогда не надо сдаваться, никогда не надо нихуя не опускать руки. Я уже Многие говорят судьба, да? Мгм. А по большому счету судьбу мы сами себе делаем. Какая бы ни была судьба, это все зависит от того, как ты делаешь эту судьбу. Если ты я знаю. слаб, не то чтобы здоровьем, а нутром, характером, то судьба тебя сломает. А если ты сильный, то ты сам делаешь Зря судьбу. говорят, дело утопающего. Да.
Дело рук самих утопающих. Так что, Серега, спасибо за бодрый комментарий. И выпьем за два пути. За два путя, как ты говоришь. Чтобы каждый из вас выбирал правильный путь, Да. правильную сторону. Тот, который нужен. Да, Санек? А человек на междупутье очень часто бывает. Вообще без Вот стоишь и думаешь, да, ну вообще в любой ситуации, что мне сделать? Вот так Когда правильно есть соблазн будет. есть Да, какой-то, блин. да, это правильно сделать или это правильно сделать. Вот очень часто бывает. Обязательно. Бывает, Надо пожалеешь, что ты так Да. сделал. Бывает, нет. Надо по-всякому подумать очень. А я всегда очень говорю, много. все, что не делается, все к лучшему. Но Нет. стараюсь. бывает. Но это не по зависящим от меня обстоятельствам. Я всегда говорю, все, что не делается, все к лучшему. Вот не дождалась девушка с армии, да? Вроде бы это плохо, да? Ну да. Но С одной стороны. Но Но с другой стороны, смотри, я через 10 лет женился на своей Валентине Васильевне, которая подарила мне 3 детей, которые сейчас, я души в них не чаю. Значит, судьба, Обожнюю, да? да. Значит, все, что не делается, все к лучшему. А что бы эта змея подколодная могла мне подарить, кроме головной боли? Я, значит, был неправ что-то. Это вот это судьба. Ну. То есть от меня это точно не зависело. Я в армии служил. Тогда у тебя думала другая голова, когда ты... Нет, так-то все нормально было. Всё Я тебе нормально говорю, было. думала другая голова. Она в армию провожала, она ждала 1,5 года. Ну, немножко селенок не хватило, но Ну, вот тебе что говорят. зачесалась. Голова другая думала. Не моя-то что? Моя-то служила голова. Это у нее другая голова думала. Но это совсем другая история, про которую я обязательно вам расскажу в той избе, где я вам говорил про проводы. Это будет встреча. Обещал, сделаю. Это будет уже совершенно другая история. Так что будем, друзья. И на сегодня будем закругляться. Давай. За 2 путя. Да, чтобы у каждого было. Да, Сань? Естественно. И, наверное, когда выбор стоит, надо смелее выбирать, да? Очень часто бывает вот такое, вот стоишь на междупутье как бы и думаешь, вот так сделать или эдак. Надо, наверное, смелее там, вот эта вот тема. Главное это тык, тык. И вот наши друзья, товарищи. Да. Я рыбацкий напиток не пью, извиняюсь. От рыбацкого Саньки изжога. Да. Ну, он сладкий, да, немножко, говорит, много сахара. А у тебя это нельзя, да? сахар? Диабет у него, да. Мне нельзя. Да. Я Рыбацкий сегодня напиток. на работе 2 смены отпахал, и я устал, я устал. Сектор классно, да, песня? Так, ладно. Включаем музыку. Будем включать. Ну давай включим вот это. Краски сентября. Вот, наверное, интересная песня, я так думаю, вот так. Кобякова стоит. Кобяков не загрузился. Не загрузили. Вот так, блин. Не слышно крика птиц, аллеи все пусты. Гуляли мы вдвоем с тобой среди листвы. Последний желтый лист кружится над землей. Жить хорошо. Хорошо жить еще лучше. А хорошо жить еще лучше. Затих перед грозой. Опять скажут, Томми Рыбак забухал, блядь. Слышь, Опять скажут, Томми Рыбак забухал. А я специально вот... Ну не специально, но я показываю жизнь такую, какая она есть. Я мог бы делать ролики так, что я был бы святой. да. А я не святой. Как поет
Эдик Хуснутдинов, у святых в ладонях штыри. А я просто такой. Я показываю жизнь такая, какая она есть. Порыбачили, поохотились, отдохнули, расслабились, поговорили по душам. Почему бы нет? До завтра, друзья. Вы мои самые лучшие друзья. Всем привет и всем пока. До встречи на канале Тони Рыбак.